Добрый вечер, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на нашем канале. Сегодня мы будем слушать песню Димаша Кудайбергенова «Адажио». Я эту песню слышала неоднократно в исполнении Лары Фабиан. Она мне очень нравилась, эта песня, и мне хочется послушать теперь эту песню в исполнении Димаша. С этой песней Димаш на конкурсе участвовал. 为了唱好这首超高难度的歌曲，进口小哥哥已经分裂成了两个人，一个是低吟思念的男生，另一个是苦苦等待爱情的女生。有请迪玛希给大家带来 Adagio。 Да, песня Adagio. Я думаю, с его голосом эта песня будет просто звучать офигенно. Сама по себе песня хорошая. В Китае он тогда занял одно из призовых мест, насколько я знаю. 这个旋律真的美到它本身它就成立，它不需要填词。 Или, может, даже победил. Это уже 6-й тур, то есть его уже слышали раньше, поэтому уже узнали. Многие его узнали, да. Поэтому реакция такая очень активная. Есть звук? Сейчас есть уже, да? Поет так душевно, проникновенно, как будто это не молодой парень, а где-то уже с багажом большим, тяжелым багажом жизненным человек. Очень проникновенное пение. Как говорят, мурашки по телу идут. Супер, это вообще. Да. Ошеломительно.
Да. Классно. Молодчина. Такое наполнение в голосе вообще-то. Ой, вообще. Ай. Просто офигенно, да. Да. Молодец, молодец. Да, это вообще очень сильное исполнение. Исполнение сильнейшее. Я слышала отзывы Фабиана, она его поздравляла и говорила, что очень очарована также его голосом, как и я сейчас. Это бесподобное исполнение. Я бы хотела сегодня с вами остановиться на ваших отзывах, которые вы мне прислали на предыдущее видео, которое мы снимали с внучком моим, Санечкой. Особое внимание хотелось бы уделить негативным отзывам. Да, я, как и многие люди на этой планете, в этом возрасте несовершенна еще, да. Но я любима, и я люблю. И мне бесконечно жаль тех людей, которые в этой жизни, в своем достаточно преклонном возрасте, очень огорчаются некоторым нюансам, и им явно не хватает любви и тепла от своих детей, от своих внуков. Я бы хотела задать вопрос вам, дорогие мои слушатели, дорогие мои подписчики. Один из них будет такого порядка. Сколько времени в день, ну, может быть, в неделю вы уделяете своим родным и близким? Особенно меня интересует, сколько времени вы уделяете бабушкам и дедушкам. Как часто звоните им? А я могу сразу ответить на этот вопрос. Конечно, мне это интересно. Много. Ну, я бы хотела более конкретно. Вот сколько раз вы звоните бабушке в день, в неделю? Один раз? Или... Бабушки мне звонят сами. Видишь, значит, бабушки любят тебя больше, чем ты их. А для того, чтобы они чувствовали, что ты их любишь больше, то, наверное, должен ты звонить. Иногда хотя бы, да? Договорились? Ну, скажи просто «да». Да. Молодец. Я тебя люблю. Ну и последний вопрос. Сколько раз в день, в неделю вы говорите слова любви своим любимым? Ну, я имею в виду... Что, серьезно никому не говоришь, что ты любишь их? Ну, все и так знают. Ну, я имею в виду папе, маме. Ну, еще меня интересует вот девушке или парню, мужу или жене. Бабушке или дедушке. Да, у меня, собственно, все. Вот эти 3 вопроса меня интересуют. Отлично. Опа, не волнуйся так сильно. Все нормально. Да, я буду ждать ваших ответов с нетерпением. Интересно проанализировать, насколько у нас развито чувство любви и понимания друг к другу. Хочу сказать, что в очередной раз меня этот парень удивляет своим голосом,
своим проникновенным голосом, хочу сказать. Здесь не только высокие ноты, но здесь такая душевная вот боль слышится в его пении. Хочу повториться, что такое впечатление, что это не молодой парень поет, а человек, который прошел большие жизненные испытания, который уже что-то терял в жизни и бесконечно переживает об этом. Я думаю, что этот парень еще очень много нам покажет удивительных произведений. Вот так вот, да. Ну, вот так, да. Давайте лайки посылаем для исполнения этого мальчика. И будем слушать его новые Много лайков. произведения, да. Всего доброго. Я вас обожаю. До свидания. Опа, камера упала. Это вставим в конец.